Друзья, всех приветствую, ассалам алейкум, меня зовут Артем. Ну что, мое небольшое путешествие по республике Ингушетия подошло к концу. Я сейчас нахожусь в аэропорту республики, называется он Магаз, и отправляюсь по своим рабочим моментам, делам в Москву и заодно посещу выставку в торгово-промышленной палате Российской Федерации, да. Там будет стенд, посвященный Ингушетии. Вот. Думаю, что вам будет интересно посмотреть. Буду все показывать, рассказывать, поэтому подпишитесь на мой канал прямо сейчас. Если вы по каким-то причинам еще не подписались, поддержите лайком, ну и делитесь своим мнением от увиденного и услышанного. Ну что, друзья, благополучно я долетел из Ингушетии в Москву. Решил немножечко прогуляться по вечерней ночной Москве, потому что я очень-очень сильно соскучился. Ну и заодно узнал, куда мне завтра нужно будет идти. А завтра у меня будет очень насыщенный день, потому что меня пригласили вот в это красивое здание торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Чуть ли на меня не наехали. Сейчас вы поймете, зачем, что я буду завтра здесь делать. Конечно, снимать новое видео для вас. Все очень просто, потому что завтра здесь будет презентация инвестиционного, промышленного и туристического потенциала Республики Ингушетия. И я буду здесь присутствовать. Конечно, это было все спонтанно и очень быстро, потому что понравился мой блог, мое видео про Ингушетию. Что касается туризма, я вот буду как раз-таки по ветке туризма. Вот так. Такое первое, можно сказать, очень серьезное мероприятие лично для меня. И мне, конечно, приятно, что меня пригласили. Ну, пока просто как гостя. Я не буду ни о чем докладывать и рассказывать. Вот. А может быть, с одной стороны, и слава богу, потому что я не готов. У меня тут травма еще произошла. Меня либо кто-то укусил, либо я простыл. У меня приопух немножко глаз. В общем, сейчас, наверное, не сильно заметно, потому что я его лечить начал вовремя. Но вчера была жесть. Поэтому многие съемки сорвались. Ну ничего, вернусь, я думаю, уже в начале июня меня пригласили на свадьбу к Погоровым, да, к Сираждину Погорову. Это мой друг, ему 98 лет, будет тоже в июне месяце. Поснимаю еще. В конце концов, надеюсь, я не последний день живу. Вот, так что сейчас немножечко прогуляюсь и вам покажу красавицу нашу Москву. Вот такая здесь красивая улица около ГУМа, а еще здесь намного красивее витрины ГУМа. Запахло Советским Союзом. Вижу киевский тортик, вот Москва 80. Красота. Да, сладкое это прекрасно, но плохо для фигуры, да. Да и хлеб всему голова, посмотрите, какие вкусные витрины. Ну а я, во избежание разных сплетен и слухов, от которых я устал, больше не буду рассказывать вам, кто меня приглашает, куда меня приглашают, зачем меня приглашают. Хотя нет, я ошибся. Куда меня пригласили, я уже рассказал. Красивый чайник, я бы такой себе хотел. Как вы уже поняли, завтра я посещу выставку и, конечно же, поделюсь всем этим с вами. Ну а кто меня пригласил, не скажу. Вот. Любовь у ребят. Весна. Это здорово. Красиво. Потому что каждый раз, когда начинаешь делиться, да, какими-то там своими связями, начинают сплетничать и разносить всякую фигню про меня по интернету.
Вот чтобы этого больше не было, я теперь буду все держать в секрете. Ну, я считаю, это правильно. Мне дали тоже такой совет просто. Серьезные люди. Ну, откуда меня узнали? По-моему, уже и так все ясно. Из-за моего блога. Ну, это у нас улица Никольская. Одна из самых тусовочных здесь. Как на улице Красных в Краснодаре, очень много молодежи, туристов, особенно из Китая, я заметил. Ну, туда я, наверное, не пойду. Ну, хотя можно чуть-чуть прогуляться, ладно. Ну и заодно расскажу вам, откуда же меня знают серьезные люди нашей страны. И из-за моей блогерской деятельности как независимого журналиста, потому что вот уже как 5 лет я говорю про Республику Ингушетию, поднимая очень важные, серьезные вопросы для народа, который проживает в Ингушетии. И, соответственно, некоторые серьезные, влиятельные люди нашей страны поддерживают меня в каких-то вот вопросах, да, что касается жизни и развития республики. А так как меня смотрит много людей, в принципе, это же плюс. Меня вот и приглашают на разные выставки, мероприятия, просто в гости зовут. Да и даже по душам поговорить, чай ингушский попить тоже приглашают. И мне приятно. А еще я, как вы знаете, большой фанат путешествий. Я в Москве не был очень давно, наверное, последний раз в 2020 году, представляете? Но ничего не забыл, потому что здесь прожил долгое время. А если вы подпишетесь и нажмете на колокольчик, то в следующих выпусках я покажу, где я здесь жил, в каких домах. Ну, в основном я проживал в центре. Старался, по крайней мере, потому что, ну, мне нравилось так. Да, это было местами дорого, но Москва именно здесь, ее дух. Да, ничего не видно, здесь просто установлено на входе в ресторан Годунов. Я ничего не забыл. А гигантская сувенирная матрешка. Вот ресторан, я не знаю, работает он или нет, но судя по дверям, которые что-то прям сильно закрыты, не работает. Реберная номер 1. Ну, пиво я не люблю. Ребра тоже. Здесь находится станция метро, площадь Революции. Зеленая ветка. Ресторан «Старая башня». Ингушам опять привет. Ну, это уже такая наша русская башня. Полубоевая. У ингушей тоже есть полубоевые башни. В горах Ингушетии. Да, и здесь то ли тоже какая-то выставка или парк. Красота. А самое главное, я вот сегодня ехал из аэропорта, меня встретили вот, из Шереметьево до центра и заметил идеальную, просто идеальную чистоту. А еще, когда самолет, на котором я летел из Ингушетии в Москву, пошел на посадку, дети, которые сидели у иллюминатора, да, и, конечно же, наблюдали за Москвой с высоты птичьего полета, так восторженно закричали: «Мама, папа, как красиво!» Вот она, искренняя оценка работы Собянина. И самое лучшее, ну правда, посмотрите, везде чисто. Это важно сегодня. Я считаю, что Москва тоже один из чистых городов Европы. А я-то много где был. Вот самый грязный для меня город, который я посетил именно в Европе, это Париж. А я очень люблю Париж, вы это знаете. Потом на втором месте Рим. Там тоже было очень грязно и воняло. Но мы не будем сейчас о Европе. Кстати, в Москве есть ночные автобусы, можно уехать, в принципе, в любую точку. Построили, я вижу, новые остановочки такие вот стеклянные. Ну, а там через дорогу красуется Большой театр.
Если верить прессе, да, и последним новостям, то его возглавил осетин. Привет, Северной Осетии. Некоторые продолжители и мои подписчики меня недолюбливают, но все же я человек добрый. Я просто за справедливый мир и за справедливое решение вопросов. В общем, возглавил Валерий Гергиев. Тот, кто возглавляет Маринку в Санкт-Петербурге. Ну, а там впереди Государственная Дума Российской Федерации. Я хочу просто поближе подойти к Большому театру. Да, для тех, кто не знает, на 100-рублевой купюре изображен Большой театр. И реально иногда вот такой вопрос задают. Многие россияне этого не знают. Это, я считаю, должно быть стыдно и позорно. Поэтому запоминаем, на 100-рублевой купюре изображен вот этот Большой театр. Ну, стрёмно про это говорить, но это факт. Здесь так вкусно пахнет сиренью, потому что вот, видите, белая сирень расцвела. Класс. Ну что скрывать, я люблю Москву. Все-таки она мне многое дала, исполнила все мои детские мечты. Я познакомился со всеми людьми, с которыми мечтал познакомиться с самого детства. Я уже потихонечку иду в сторону своего отеля. Остановился я в необычном отеле. Пока называть его не буду, пусть чуть-чуть останется интригой. Но мои подписчики-ингуши сразу все поймут. Они сразу поймут, как только я назову название. Вот. И пойдут сплетни и слухи. Скажут: ага, понятно, кто его пригласил и позвал. На самом деле ничего не понятно. То, что этот отель принадлежит этому человеку, ничего не значит. Потому что я, в принципе, сотрудничал на тех же студиях, в продюсерских центрах с его друзьями. Его друг был моим продюсером. Начнем с этого. Но никогда его в жизни не видел. Самое модное место, потому что здесь находится центральный универсальный магазин ЦУМ, где продают остатки брендовых вещей. Да, после санкций. Ввели санкции и как бы все уехали. Улица Петровка. Именно на этой улице находится мой отель. О нем чуточку попозже. Вот. Расскажу. Мы пока просто с вами прогуляемся. Люди не стесняются камеры. Люблю Москву, знаете, за что? За ее красоту, за людей, потому что здесь много разных людей, разных национальностей, конфессий. И самое главное, сейчас вот мои подписчики как раз-таки из Ингушетии скажут: нефоры собрались. Но здесь не нефоры, здесь просто модные люди. Здесь любят повыпендриваться. Это же Москва, столица, это нормально. Вот там на афише то ли парень, то ли девушка, но это Holiday Boy. Да. Вы братья? Братья? Нет? Ну вы похожи. Да. Блог. Ну, для своей аудитории так будет правильно. 212 тысяч. Да, счастливо. Любопытные молодые ребята. Так, ну что, вот он мой отель. Все равно он попал в кадр. Это Marriott Аврора, Сафмар. По-моему, уже название само за себя говорит. Короче, после санкций Аврору передали в управление Гуцериеву Микаилу Сафарбековичу. Теперь это его отель. Ну и, соответственно, меня здесь поселили. Вот с такими красивыми людьми, модными. А это привет моим друзьям, которые работают, правда, в прокуратуре Республики Ингушетия. Здесь напротив отеля Аврора находится Генеральная прокуратура Российской Федерации.
Ну, то есть я в полной безопасности. И рядышком посмотрите, прям вот на стиле Гуччи, гуси. И снова красивые девушки. Москва этим славится, это правда. Часовенка такая вот красивая тоже. А вот вид из моего номера выходит как раз-таки на этот переулок. Это Столешников переулок. Что-то здесь, правда, людей не так много. Тоже очень красиво. Такие колокольчики с подсветкой. Это называется скульптура Агата, Григорий Орехов. Началось современное искусство, но для меня это какой-то серебряный Ванька-встанька, в котором я вон отображаюсь. Красота. Да, друзья, у меня сейчас самая настоящая ностальгия, потому что ровно 15 лет назад вот в этом замечательном месте, на этой красивой улице Неглинная по адресу 16/2 началась моя московская история. Видите, свет горит в окне. Вот я здесь жил именно в этой квартире, когда она была квартирой, а сейчас это офис. И нам ее с братом сдали за 17 тысяч вместе с коммуналкой. Почему было так дешево в 2009 году? Потому что было условие, что мы сразу съедем, как только найдется покупатель на эту квартиру. Вот и все. И мы достаточно долгое время здесь прожили. Вот. А потом уже переехали на Арбат. И, кстати, жили в одном доме, в одном подъезде с Каспаровым, который, по-моему, тоже предал Россию. Вот такие дела. Для меня это ностальгия большая. А время летит просто очень быстро, очень быстро. Поэтому успевайте жить и дышать полной грудью, понимаете? И путешествуйте. Вот если бы не мои путешествия, я бы не познакомился с Ингушетией, я бы многое не узнал. Это же факт, это правда. И у меня бы не появилось столько много новых друзей, полезных знакомств, понимаете? Поэтому все, что в этой жизни происходит, это всегда к лучшему. Как хорошее, так и плохое. Просто нужно из всего делать выводы, да, и стараться стремиться в любом случае к лучшему. А Москва мне подарила большой опыт. Как-то так. Ну что, ну теперь все, в отель. Нужно приготовиться к завтрашнему дню, потому что я, как вы уже поняли, отправляюсь на выставку. Сейчас я вам еще покажу свой номер в отеле. Ну и все, в принципе. Друзья, знали бы вы, как мне очень приятно возвратиться к своему формату travel-блога. Давно я это не делал, а то помешался на информационном контенте. Вот, немножечко решил отвлечься. Сейчас вам покажу номер, который стоит очень дорого. Не буду называть сколько. Я столько не зарабатываю, чтобы останавливаться в таком номере, но все же, чтобы вы имели представление. Дорого. Здесь есть вот такая замечательная ванная с мыльно-рыльными принадлежностями. Зубные щетки, всякие ватные диски, палочки. Бесплатная минеральная водичка, не газированная. Почему бесплатная и почему я это подчеркну, узнаете чуть позже. Чистая сантехника, полотенчики положили, ну, 5 звезд все-таки. Даже весы поставили специально для меня, чтобы я здесь не ел сладкое. А то после того, как я приехал в Ингушетию, опять не хожу в спортзал. Так, вот эта часть почему-то не открывается, там находится сейф. Наверное, там миллионы лежат. Ага. Слава богу, что эта часть открывается. Потому что мне завтра нужен будет утюг, гладильная доска, для того, чтобы погладить свою рубашку и подготовиться. Здесь 2 халата. Ну, я один, только один будет использован. Тапочки. Ну и самое главное, это не телевизор, я его не смотрю вообще. Это такая гостевая зона, если гости вдруг придут. Да? Рабочая зона, вот она мне нужна будет, я ее называю блогерской зоной. И вот здесь, знаете, прям перед носом поставили бутылочку водички за 900 рублей. Представляете? Вода 900 рублей. За что? Ну это ладно, можно взять
Шато Монтредон, Франция. 32 тысячи рублей. Как вам? Заказать? Вот, так. Тут можно заказать еду. Завтрак с 6 до 11. Но у меня все включено в этом плане, поэтому пельмени из говядины 990 рублей, стейк из лосося 2150 рублей. Ну и цены. Надо уже быть, наверное, не только знаменитым, но и богатым. Шучу. Меня моя жизнь вполне устраивает. Хорошо, когда у меня есть вот такие друзья. Я им очень за это благодарен. Вот, правда. У них есть такая возможность подарить мне небольшой праздник. Позаботились о моем комфорте. Хотя я не просил, вообще я не ожидал, когда все увидел. И вот такая вот большая двуспальная кровать с белоснежными, как снег, простынями. И я сделаю это в своей грязной одежде. Да простят меня владельцы этого отеля, но я должен это сделать. Это классно, потому что я спал всего лишь 3 часа сегодня. Мои ноги гудят. Я очень устал. Еще немножко простывший. Так и не вылечился после гор. Еще с моим глазом что-то. Сейчас надо тоже его подлечить. И вот вид на Столешников переулок. Вот эти фонарики, про которые я вам говорил. Я не знаю. Конечно, для меня сразу куда полез. Ну, камера-то пролезет. Вот, видите? Красота. Так, что здесь еще? Какая-то кнопочка типа. Это бар, наверное, конечно. Но мне это не подходит. Тут шампусик, ликер, виски, кола. Я не пью. У меня аллергия в прямом смысле этого слова на алкоголь, к сожалению. Супер Юля, которая здесь лежит, не там ты, Юля, лежишь, и не та Юля лежит. Вот. И что это у нас такое здесь? Аврора Люкс, ну конечно. Вот. Это цены. Да, вот водка 690 рублей. Просекко, кстати, мне нравится Просекко, это Италия. 1800 рублей, ладно, закрываю. На мой бюджет хватает только чаек попить на завтрак. В общем, здесь ничего не подходит мне. Вот, как-то так. Но в любом случае, я очень благодарен людям, которые организовали для меня такой вот небольшой, можно сказать, праздник, встретили на широкую ногу, проявили в очередной раз свое гостеприимство. Потому что эти люди успешные, им точно для дорогих гостей ничего не жалко. Ну а я, еще раз повторюсь, очень благодарен, что у меня есть в моих кругах такие хорошие, щедрые, знакомые, да, добродушные, теперь уже даже и друзья. Как-то так вот. Ну а вы обязательно подписывайтесь на мой канал, поддержите лайком. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск, потому что в следующем выпуске вы узнаете, как я посетил выставку по туризму, да, и в целом по инвестициям в Республику Ингушетия, с кем я там увиделся, что я там увидел, о чем там разговаривали, как выглядела эта выставка, вы уже узнаете в понедельник. Так что подпишись. И поделись своим мнением от увиденного, услышанного. Задавайте свои вопросы, я постараюсь на них ответить. Ну, а меня зовут Артем. Я с вами не прощаюсь. Увидимся. Самое главное, берегите себя в эти нелегкие времена и стремитесь к лучшему.